тоже не пройдем, да? Нет, если туда. Да, бурелом и завалы. Что, ты видишь вообще, нет? Вот я... А, нет, там тоже бревно. Тоже бревно? Да. Там бревна, да. Если пилить только, короче, да? Или ждать, что еще пойдет. Ждать тоже бы как будто. Уже надо заходить. Ну тут, в принципе, пропилиться-то вообще ни о чем. Сейчас, может, попробуем пройти. Не знаю, Ларис. Сейчас посмотрим. Получится, нет? Иди вот так прямо и здесь, здесь поставь. Вот тут, короче, проползать надо между этих. Да. Там, если что, помогай. Опа. Ага, бревно. На бревно сели. Тут это бревнышко не дает. Так, а получается, если там тоже никак, да? А если бы тут? Ну я вот и смотрю там Ну, как-то. Ну там тоже, блин, вот здесь самый такой вариант, блин, бревно. Зараза. ну и все? Что, прошли, да? Ха-ха-ха. Красавчик. Заскочили. Ура! Сколько тут деревьев, да, упало, Ларис? Помнишь, жили здесь, на костер-то собирали дрова. Что это так с корнем она упала? Да, и ураган же был. Привет, ребята. Ну что, все-таки прорвались. Вода поднялась хорошо и залетели на остров. Так, с разведкой. Юлю нас сегодня с собой взял. Катаю на новой лодочке, ребят. Ну вот, та беседка, доски, коптильня, которую я брал, сковородки. Как будто бы все в норме. Никто не трогал. Ну, кто-то тут был, ребята. Кто-то тут что-то делал. Даже одной сковородки не хватает. А нет, все на месте. Все на месте. Так что весновки быть, скорее всего. Весновки быть, ребята. Чисто заехали так. Сначала в одном месте пробовали. На дерево наскочили. Потом на другом. Майские праздники, ребята. Здесь живем. Кайфуем. Зимой я, кто смотрел, привозил вот эти доски, чтобы обновить немножко беседку. Стол. Красота. В общем, залетели. Нормально. Сегодня чисто разведка. Посмотреть. Если все нормально, то вот, в принципе, можно собираться. Будем собираться. Подзаправимся сразу. И поедем дальше. Красота, в общем. Красота. Можно заезжать, да? Да.
Будем заезжать, ребята. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, весновка. Что такое весновка, ребят, на севере? Это для охотника и рыбака, это заезд в тайгу. Именно пожить в лесу, добыть рыбы, дичи. В общем, майские праздники, много выходных, и люди вот в это время с открытием охоты заезжают. Заезжают на избы, на какие-то свои угодья, какие-то кордончики. В общем, и я, ребята, каждый год стараюсь по традиции выезжать на свой любимый остров. Так как я его называю, в это время он затоплен и получается как остров. Живем 2-3 дня просто наедине с природой, общаясь с друзьями, готовим всякие разные вкусняшки, немножко рыбачим и, в общем, проводим отличное время. Вчера с супругой выезжал в разведку. В общем, у нас все-таки есть разлив хороший, с каждым днем все больше и больше. И сегодня, ребят, своим ходом на лодке забираемся именно туда, на Таежное озерко, на беседочку, поживем, ребята, побалдеем. Погода неважная, пасмурная, но дождя не обещалось, и в целом это уже хорошо. Как обычно, ребята, все свое вожу с собой, так как охота провести время культурно, с комфортом и так далее. В этот раз, ребят, заезжаю я с другом. В общем, мы дружим давно, ребят, но мы общаемся так, что если надо, прям я позвонил ему, и он прилетел, вообще неважно откуда. Также и я. Мы в свое время помогли друг другу очень хорошо. Вместе даже работали, было дело. И, в общем, вот так на связи. Серега приехал в отпуск. Я говорю: Серый, поехали, отдохнешь. Постоянно Андрей говорит: возьми на рыбалку меня как-то туда-сюда. Все не получается, то он работает, то еще как-то, где-то я лажу. Я говорю: Серег, погнали. Потому что собирался с ребятами, но ребята, короче, не могут. И кто-то куда-то поразъезжались по своим делам, по своим угодьям. В общем, я заезжаю, ребят, с Серегой. И на сутки берем Ларису Юрьевну. Тоже есть один денечек свободный. Сегодня заезжаем втроем, живем, а завтра Ларису придется вывезти домой, так как, понятно, дела. А мы с Серегой еще на одну ночку останемся. Возможно, Серегу я потом вывезу и останусь еще один. Вот такие, ребята, дела. Вот такая вот весновочка. В этом году она прям четкая, состоялась с подъемом воды. Но опять же, завез материал, ребят, там надо подшаманить беседку для себя. Ничего как бы общего, эту я беседку не строил, но ее забросили, она вся развалилась. Вот немножко надо подсобрать, подделать.
Ну и круто проведем время, ребят. Так что предлагаю, ребят, с нами, как обычно. Давайте, по вещам, друзья, прям не знаю, что и брать, так как, понятно, еду с супругой. Супруга должна быть в комфорте, в тепле. Ну и Серега, в общем, он не рыбак, у него никаких вещей нету. Всю экипировку, вплоть от сапог, теплых вещей, собираю я. Соответственно, надо ничего не забыть, ну и опять же лишнего, ребят, не нахапать, так как охота заехать за один рейс и вывести сразу все одним рейсом. Вот потихоньку, ребят, вытаскиваю так, чтобы на глаза все попадалось. Беру маленькую дополнительную лодку, будем рыбачить на сетке. Буду ставить 2 сетки, ребята, с разрешением, все нормально, не надо там сразу писать гадости, потому что региону рознь, соответственно, ребят, я себе позволяю. Ну и в целом, чтобы какая-то ребейка на столе у нас была. Момент, ребят, вот как раз охота поговорить по поводу вот этого. Сетка такая на устах рыбака, это прям сразу какое-то зло, браконьерство. Но, друзья, смотрите, во-первых, у нас разрешено на сети, но опять же надо все легально это делать, и я 2 сетюшки зарегистрировал, в общем, внес вклады, все как положено. Так что я особо не рыбачу на эти сетки. Вот весной, когда вот такие разливы, сейчас вода вышла с берегов, по налиму уже не поехать, хотя я уже 2 выезда было. Тоже охота быть на плаву, потому что душа поет, ребята, без леса я не могу, соответственно, заезжая. Ну вот у меня сетки стоят 2 дня, и больше, ребят, я на них не рыбачу. Я не буду оправдываться в целом. Ну, я не заготавливаю рыбу прям там, они у меня не висят там неделями, чтобы я там добывал. Вот чисто даю себе, чисто вот так на поесть. И в этом сезоне даже буду ставить 40 ячью. Рыбы будет совсем мало, поверьте, ребята. Чисто на уху, на жарежку, нам больше и не надо. Вот как-то так. Так что сразу негатив, ребят, отклоняйте. Просто регион сравнивайте, и у кого-то сейчас запреты, все это понятно. На севере немножко все по-другому, и жизнь складывается здесь по-другому. И также рыболовная система, совсем все по-другому. Ладно, ребят, я сборы, приехал с утра. Лариса приедет с Серегой чуть позже. Они по магазинам, по продуктам, а я вот по вещам. Короче, жду ребят и грузимся и выезжаем. Знаю, ребята, в общем, как-то вот так выглядит. Это еще не все, еще дома. Сумка-холодильник. Станцию беру. Сейчас вот по баллонам буду раскидывать. Печку в этот раз брать не буду, друзья, как приобрел новые спальники. Будем тестировать именно вот как они будут себя показывать. Ночью будет минус, соответственно, как-то так. Ну, короче, лодка небольшая. Блин, сейчас все буду как-то распаковывать. Да, ни много ни мало. Так, что нам надо закидывать? Так, это закидываем, то закидываем. Так, место еще есть. Короче, это все надо, Андрюха, закидывать, да? Так, это что у тебя? Так, ребята, выгрузились. Короче, пришлось 2 ходки делать. Сейчас поехал Серый за Ларисой, там еще остальные вещи. Я подгоняю лодочку. Блин, не знаю. Влезем мы втроем с вещами полные. Не знаю. Неохота, конечно, 2 рейса до озера делать. Посмотрим сейчас. Все случаи жизни, блядь. Где 2 дня, там и 3, скажи, да, Андрей? Да. Так. О, сюда. Как раз. Давай, Сер. Тут габаритная, блядь.
Думаешь? Да, пойдет. Сейчас посмотрим. Лодка-то новая, Серега. Ну да, надо... Тоже я Ты еще же не... не знаешь, как она, блядь, ну, Ну, нагруженная, как себя ведет, да? потихоньку пойдем, да. Да, не надо ее гнать. Ноги мойте. На моем баркасе не надо. Что надо даже не... Вот туда садись. Куда? Туда ко мне вперед. Серый, давай. Теперь ты сюда падай. Посмотрим, как под нагрузкой-то полная лодка получилась. Ну, да. Так. Я вижу у Сереги Зашли в тихие воды. Короче, не давал жару, потому что нагрузили очень мощно. Даже не пытались. Потихоньку сползли, зашли. Все нормально. Все, гребем. Красота. Вот такая погода бы была нормально, ветра нету. Смотри, как гладко. Все четко, хорошо, да. Ну вот и дома. А вот и добрались. Красота. Сейчас разгружаться будем. Выбрать, где у нас будет стоять. Наверху. Палатка будет вот там, Серега. Наверху. Да, наверху. Все, разгружаемся, ребят. Блин, загрузка, конечно, мощная. Столько вещей. Ничего, нормально держит. Ну, не стал на глис. Сползли потихоньку, течение по течению. Все, разгрузка. Ну все, друзья, что? Выгрузили вещки. Сейчас потихоньку марафет будем наводить. С беседкой будем заниматься завтра. Сегодня чисто так, заезд надо все сделать. Время уже обед. Где вопрос? Зимние доски сейчас сюда сложим, чтобы нам стол освободить. Ну, короче, как-то так. О, наша хибара. Наша хибара. Так, кепка. Кепку, наверное, сейчас оденем. Так, это баннер, ребята, взял на беседку. Ничего я не нашел нормального. Так, это спальничек. Тоже сюда. Спальничек. Подухи. Потом разложимся, там нормально все будет. Запасные носки обязательно. И вот как-то так. Палатку, ребята, я взял маленький столик. Ну, под что-нибудь там всяко разно ложить. Телефончики там туда-сюда. Ну и взял Соня Ромаса. Будем заряжаться от него. Сколько у меня здесь? 83%. Здесь USB, ребята, 220. Короче, хватит нам. Хватит надолго.
так разгорится. Конечно. Юрьевна тут по кухне занимается. Самый низик положила. Ну как получается, что? Как получается, ребята. Так, это на завтра. Ну, я думаю, хватит подшаманить. Что-то старое еще есть. Завтра с Серегой сделаем. Что-нибудь сделаем. Юрьевна тут уже обед готовит, да? Конечно. Что на обед? Рыбалка и обед по расписанию. Что на обед? Щи и свежей капусты. Нового урожая. Ух ты, серьезно. Я понял. Ну здорово. У меня есть печка, щепочница называется. Вот и там можно всякую вот специально для таких вещей. А он ветерок сейчас все сдаст. Нормально. Дров, конечно, здесь сейчас пойдет, ребята. Навалило. Раньше здесь не дровины было, а сейчас вот куча дров. Оба! Ну все, ребята, быстренько раскидались. Серега гастром занимается. Я там палатку выставил. Лариса супчик уже готовит. Что, пока собирались, пока я с утра прилетел, ничего не кушали. Время-то уже на самом деле. О, 1:30, блин, нифига. Все, красота, ребята. Ну, здесь мы не одни, это по-любому. Здесь местные присутствуют. Да, уже водочку там видел. Сейчас накачаюсь, приготовлю, все. Потихоньку пойдем. Ох, ребята, фрегатик мой старый, военный. Первая лодка, ребята. Моя первая лодка до сих пор жива. Подарок Лариса Юрьевна мне задаривала. Вся уже такая побитая. Ну ничего, вот для таких условий, всяких разных, я ее вожу. В принципе, еще бегает. На моторе же не пойдем. Неудобно. У нас там перебор уже. Ну как без зеленушки, да? Конечно. Не-не-не, зелень надо было в конце закидывать, Арис. Нормально. Ну что, меняем судно. Дислокацию, блядь. Ох, давно я уже на ней не ходил, конечно. На малышечке. Оп. Малыши есть. Малышка. Нет, я погребу. Сейчас. Ноги выпрямляй. Вот так.
Сегодня будем Серегу учить. Смотрите, Двигаться по воде. она очень маленькая. Лишних движений нельзя делать, понял, да? Верткая, потому что, ну как верткая? Она как бы для этого предназначена. Шустрая. В общем, ну, там вставать, такое, всякие вот такие качки вот такие не надо делать. Все в аккурат. Спокойно. Ну, на этой лодке, слышь, я прошел большую визингу. Подожди, я всю вспоминаю название фрегат. М11. М1, да-да-да. И, короче, я прошел всю большую на ней с плавом. Ну это ведь одна из самых первых, Да, получается. Вторая, да? Это первая. А это первая? Да. А это самая первая есть? Самая первая есть. А, Больше 10 лет уже ей. ну я помню. Короче, на ней я прошел, блин, огонь и воду, и медные трубы. Даже, вон, видишь, палки до сих пор сплавил, ломал. Так и до сих пор. Ладно. Ладно, что, погнали. Потихонечку. Сейчас посмотрим места. Нам что, тут 2 штучки поставить. Хорош? Хорош, Серег? Хорош, хорош, хорош. Все-таки новые, блин. У меня финки были. Четкие сетки, блин. Украли у меня сетки, блин. Так. Давай ходу чуть-чуть. Ну вот видишь, уже немножко понимаешь. Херня. Все приходит во время опыта. Давай газу еще чуть. Ага. Давай, грузик. Будем гружать. Оп, ой. Давай. Так. Что ты там? Давай ходу. Хорош? Вот потихонечку так, Серега, идем. Нормально. Давай еще. Все, ребята, дела сделаны. Быстро-быстро. Серега, правда, немножко не понимает пока. Но ничего, научится. Ни разу в жизни не ходил на веслах, так понятное дело. Главное, сети поставили. Главное, поставили, да. Почти без матов, ребят. Все на лагере, на супчик. Юрий на суп приготовил. Такого мата не было. Погнали. Красоты. Погнали кушать. Иду. Сейчас подложу. Я только что подложила. Сейчас закинем. Чемодан. Пускай горит. Ну что, ребятки? А? Серый, как оно? Четко? Все, будем рубать, ребята. Будем обедать. Да. Сколько у нас не было по времени? Полтора часа примерно, да? Не знаю. Лариса устала, не ждать. Нет, я не успела уезжаем. соскучиться. Мы уезжали, считай, суп уже почти готов был. Он уже был готов. Ну, Он еще потлел, потомил. Быстро поставили. Там ветра, да, реально нету. Вот тут с реки прям дует, слышишь? Костровой чаек, ребята. Это же тема. Ох. Опа. 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 Ай, красота, ребята, в лесу. Как я сюда люблю выезжать. Именно вот сюда. Чаечек сейчас подымем. Птицы, смотрите, ребят, чуть-чуть чудят. Красота. Оба, кто чай заказывал? Серый? Чайковского? может, сюда поставить? Да не, на стол ставь. Чё. Думаешь? Ну, Конечно. Все, наливайте чай. осталось только ложку найти.
вообще это труба. Раньше мы сюда приезжали, вот все сосны стоят. Помню, с Ларисой тут собирали вот эти ветки, которые падают сухие. И все. А здесь сейчас просто. Серега эту распилил. Там крыжует. В прошлом году мы здесь, ребята, пилили. Только поленницу не сложили, чтоб сохло. В прошлом году шинковали. Там завалы. Там, короче, блин. Там упало. На острове дров сейчас море. Это все потом подсохнет и кали только. Красота. Погода распогодилась, ребятки, солнышко. Бомба. Ребята, музыка леса. Просто столько скворцов, кстати. Вообще четко. Тут рядом лесная дорога проходит. Обычно, ребят, представляете, вот в 21 году вот ее затапливал. Я вот доплывал с Ларисой вот прям до туда на лодке, потому что это все было затоплено. И вот у нас лодка была там. В этом году, конечно, паводок есть, но не такой прям мощный. Но вода все равно поднимается. Решил прогуляться здесь. Сейчас вечерняя зорька начнется. Ребята уже стрелять начинают. Опа, смотрите. Это, ребята, жерлица. Это жерлица. Это рыбаки проезжали. Здесь буранка проходит. Соответственно. Здорово. Блин, круто. Леса напалила, конечно, труба просто. Везде дрова, ребята, везде дрова. Офигеть. Ураган был мощный. Ну что у нас? Потихоньку вечереет. Сейчас монотонно приготовим ужин. Покушаем. Будем возле костра чаи гонять. Вон, все дрова, ребят, смотрите. Сетюшка стоит. Завтра проверим. Дай бог, какая-нибудь рыбейка. Чисто так, ребят. Еще раз повторяю, здесь не набить там карманы. Чисто так кидаем сетюшку, чтобы на уху, на жарежку свежая рыба. Великолепно. Погода распогодилась. Здорово. Много чего есть, ребят, пообщаться. С Серегой не часто вижусь. Поговорим по душам вечерком. Сегодня будет +2, кстати, ночь. Минуса не будет, но будет прохладно. Надеюсь, не замерзнем. Без печки. Спальники новые. Так что я, правда, буду в старом спать. Отдам Сереге. Так что буду в своем маленьком ютиться. Ну да ладно, не привыкать. Здорово. Весновка. Обожаю этот остров. Просто обожаю, ребят. Ну что, дело прошло, у нас уже 7 час. И решили, пока светло, заморочиться, короче, ужинком. И как бы у нас большой костер, ребят, на ночь готовится. Я большие угли собираю, видите, баллоны ставим, чтобы потом тут сидеть, кайфовать. На плиточке сделаем. Юрина, что у нас на ужин? Не отходя от кассы, потому что, друзья, сделали маленькую кастрюльку супа. Так, чуть-чуть. Мясо. Филе. Филе мяса. Филе курицы. С овощами. Просто мясо с овощами, да? Ну да. Вкусными овощами. Я понял. Вопросов не имеем.
только поддержим. В казанке сделан, да? Да. Отлично. Наконец-то, ребята, я выехал с Юрьевной. Просто делает красоту. Понятно, дело. Смотрите, Юрьевна, давно не выезжали никуда вместе, что ли? Да, мы давно уже не ездили, ребята. Давно уже не получается А у нас. с Сергеем Михайловичем давно не ездите вместе? Сергей Михайлович вообще у нас, я так и уже сказал, говорю, общаемся, но вот только вот так. А вот А все время работа, друзья, работа. Все время работа. да, работа, конечно. Мы люди ответственные, у нас как бы на первом месте работа. Ну, сегодня-то вместе. Ты единственный Да мы человек, всё- который не пропускал Мы всю жизнь вместе. день Просто рождения так нашего ребенка получается. никогда, да? Да, Серега такой человек, ребята, который, ну, это А просто не только мой друг, это наш семейный у друг. нас Он всегда за кадром. Он всегда за наша кадром, да? дружба началась вот, грубо говоря, вот с Кирой Андреевной. Как бы, Ну да, вот, так и есть, да. Ну, уже тоже уже времена-то пришли, ребята, уже Серега-то 9 уже лет, 9 9 лет, да? лет уже, да. Вот так, ребята. Ну, я говорю, чисто вот так. Ну, Серега молодец, постоянно приезжает на день рождения к дочке. Постоянно, как бы, Стараюсь. он всегда поддерживает Я меня. как бы стараюсь, я не такой уж прям. Как бы особо он со мной Охватывает. как бы в кадрах тут и не был, потому что, ну, рыбалка для него не так важна, как бы, ну, поддержать меня он всегда поддержит и всегда. Я чисто как бы Сереге могу руку пожать чисто за это, потому что он семейный вот друг, реально семейный. Слушай, на... Семейный, друг семьи. если не выезжает на рыбалки, зато он в бане с тобой постоянно. Ну, в баньке, да. Просто, Серега, скажи, сколько... Мы эту баню строили просто. Да. Да, кстати, А баню... старую угробили. Ну, ничего А, страшного. да, угробили тоже старую Да, вы. да. Этот, как его, что-то перебили меня. Ну ладно, ребят, что, по мясу. Надо вот так встречаться, нормально. Серега давно надо было уже вытаскивать его на рыбалку, вот видите. Сегодня на лодке научится кататься, завтра на румпель его посажу, пускай походит на моторе. В палатке поспит, поймет, что такое вообще движуха. Ну, на самом деле отдыхаем. Погода, ребята, весна. Деревянная, но О, красота. Сейчас оно все обжарится в собственном соку. короче, добавим. отвал живота, ребята. Ну да. Сейчас добавим потом овощей. Лук, морковь, специи. И все оно потом потушится. И будет все. В принципе, ребята, когда сюда собирались, я так я вам и сказал, чем мы здесь будем заниматься. Мы будем просто готовить вкусняшки, балдеть, общаться. Вот и все. Рыбалки здесь особо никакой нету, но весновка, ребята, это у нас традиционная система. Мы выезжаем. Уже так получилось, что вот именно сюда, здесь очень круто, прикольно. На самом деле четко. Так, Вот тем более почему? майские праздники надо как-то. Да, вот почему и захотел вот подновить эту беседку. Ну, чисто для себя, потому что сюда никто не приезжает. А вот мы здесь каждый год, грубо говоря, и вот завтра с Серегой займемся. Будем что-нибудь тут мастерить, сделаем. Ну, сделаем красиво по-любому. Что-нибудь подновим. По красоте. По красоте, да. По-любому, ребята, дурман от Ларисы Юрьевны. Там такие серьезные Называется специи, смесь ребята, приправ. такие коробки заряженные. Смесь приправ. Ну там собственный сбор. Там все серьезно. Это на меня, кстати, ребята, она собрала. Я вот по ходу говорю крупную зерновую и вот мелкую. Я уже показывал вот это, то что таскаю. Все, пошел дурман, ребята. Пошел дурманчик. Пошла возьму. Вот такая, ребята, зима на севере. Своих пока еще ничего нету, да? Мексика пришел в Но наш зато дом. осенью, ребята, будет все свое. Огурчик, помидорчик. Мексика пришел в наш дом. Да не, на самом деле, как бы есть у нас и заморозочки, друзья.
Так реально, если каждому в погреб, ребята, спрыгнуть, тут, ну, вообще какие санкции, о чем говорится? Огурчик есть, слава богу, картошку сажаем, дай бог на посев будет. Самогоночку сделали там У меня туда-сюда. рассада уже большая. Так что, какие санкции, ребята? Протянем, нормально будет. Рыбки поймаем свежую. Парни лосишку добудят. Вот и вся любовь. Зиму перезимуем. Как говорится, не хэ страшного. А кто-то там тот забивается, куда-то уезжает, там каких-то легких путей ищет, ребят. Нормально все. Нормально все, не надо бздеть. Все будет хорошо. Сколько раз говорил и буду говорить, что Вот смотри, сейчас еще все будет нормально, все будет хорошо. замороженный. Вообще никаких проблем. Ну-ка, ребятки, вот этот новенький посмотрим. Что за парень? Кстати, вот здесь обычно такую лямку вяжут. Вот здесь такого уже нету, чтобы вытаскивать. Знаете, вот смотрите, как у меня. Видите, такая лямка. Хватит, вывернул. Смотрите, какая разница с спальником. Вот уже есть какой-то минус. Хоть и спальник подороже, а уже небольшой нюанс. Опа. Охренеть, блин, отделится. Что-то там у нас с пилой проблемы, блин. Ладно, этот у Юрьевны будет. Аж вот я здесь стою. Сейчас дадим жар. Хорош. Все, делов-то. Все, вот теперь закидывай, куда тебе надо. На, пар. Банку, вон наверх закидывай, Да. куда тебе. Подключай. Все. Где там рубильничек еще есть, Серег? А где он? Вон, снизу. Ага. А, все. Ой. О, что-то я его закинул. Да вон сюда засунь его, Серег. Далеко. Куда-нибудь. Бля, упадет свой брат. Ну туда, куда-нибудь туда Да, положи. туда на Ну вот и вечерок, друзья, на лагере. Юрьевна там фоткается, как обычно. Красота. Ну, в принципе, все готово к ночи. Первая ночь. Ну что, давайте, господа, доставайте. Серега, Мяско, ребята, мяско, смотрите. Охренеть, сколько мяса. Это же мясо все, да? да. Смотри. Мясо с овощами. О, вот это бомба, ребятки. Мясо с овощами. Серия, это твой еще этот, как его? Письмо твое. Письмо счастья. Да. А, ну, ничего, посуду не мыли, ребята. А что нам мыть-то зачем? В лесу. Все, Мать, давай. давай. А, вот у тебя такая. Я сам накидаю. На, держи. Тем более, так мы это сколько есть-то будем, ребят? Спасибо, Серега. В смысле, в плане? Сейчас все съедим, что ты переживаешь. Нормально, ребятки, смотрите. Пару раз. Да нет, слушай, тут много раз. Ну все, куда там навалил столько. О, короче, мясо, ребята, мясо. С овощами. Надо было еще этот хлеб нарезать, да? Сейчас не должен. Ой. Ушел куда-то. Батя, держи. Давайте, ребята. За мир труд май. Вчера был праздник. Сегодня у нас 2, да ведь? Да.
2 мая. майские праздники, ребята. Мы в лесу. Вот такой закат малиновый. Блин, здесь вообще он великолепный. Все. Сейчас потемнее, через полчасика. У нас такое блюдо четкое. Все, давайте за семью, ребята. За семью. Обязательно. За семью. За семью. Да, вместе побучил. Самое Огонь, да? интересное, никаких сложных ингредиентов. Ну понятно, что Все куплю. самое простое. Ничего не надо, ну, там, заморачиваться. Ладно, чем-то. сирота, да, понятно все дело. Мать, что скажешь? Прикольно? Да, конечно. Реально, ребята, скучно, сочно. Вот так. И горяченько, самое главное, А что самое я люблю. интересное, быстро. Огонь. Реально прям плюсуем. Просто накидали, реально порубали, накидали и все. Класс. У всех своя нирвана, у всех свое этот хобби, понятие. Да. Ну, наедине с природой, конечно, находятся сейчас все мужики. Очень много сейчас людей, ребят, в лесу реально. Зимой вот так не найдешь столько людей, сколько сейчас вот именно. В каждом уголке каком-то, каждый кордончик, каждая изба сейчас занята просто. Вот так, ребята, видите, как отдыхает Юрьевна. Она тоже любит природу у меня вообще прям. И вот на вот это посмотреть царство просто, конечно. Офигенно. Просто супер бомба. Смотри. Это точно никто не сможет отнять у тебя. Вот это точно, ребята, никто мне точно не отменит. Там, кстати, мотор какой-то поднялся. Вот. Красота. И выстрелы тоже есть. Да, друзья, правильно Ирина говорит, что вот это мне точно никто не отнимет никогда в жизни. И никакие вообще там какие-то штаты там, что-то там, какие-то большие там дома, большие зарплаты. Нет, вот этого, ребята, я никогда не откажусь. Наедине с природой. Супер, да? Наедине с тайгой, ребят. Это самое вот это. Прям в душе. Через полчаса, ребята, они все замолчат и будет вообще тихо. Тихо. Ну тут можно подумать реально вот так в одного, когда приезжаешь. Можно реально много чего переосмыслить. Перезагрузить. Перезагрузиться, реально как перезагрузиться. Вот просто бывает очень полезно. Вот так выехать просто даже вот так в тишине посидеть и вот так подумать о жизни, о семейных положениях, о трудностях, о там, ну, у всех, у каждого человека есть много, блин, проблем. Сейчас в наше время вообще у всех проблемы. А тут бывает так посидишь и потом реально домой едешь, уже понимаешь, ага, здесь надо по-другому сделать, здесь не будем ругаться, там, здесь купим, а здесь потратим. Вот и все. Так что вот. Даже Юрьевна сейчас говорит об этом. Да, Юрьевна? Лепота. Вот это кайф, ребята. Вот и похолодало, ребята. Сейчас хотим посидеть возле костерка. О! Вот он, Серега, давай, делай факел. пионерский костер, говорит, делай. Сейчас пойдет потихоньку.
Ну вот, ребята, и у нас ночка уже. Положил Юрину, потом Серегу положил. Все нормально, легли спать. Самое главное. В теплый спальник новый легли. Все нормально, ребятки. Не замерзнут. Время 11 часов ночи. Или вечера. Большой костер такой, ребят, распалили. Шикарно. Поужинали. Великолепно. Тишина, ребят, только мотор ходит. Тут недалеко река идет у нас, как раз моком. И моторы ходят только вперед, назад. Так что сезон в самом разгаре. Я люблю посидеть так, ребят. Просто посижу. Просто люблю сидеть возле костра, балдеть. Вот это костерочек, ребятки. Мощный. Морозик. Тоже пойду, ребятки, отдыхать уже. Время уже 12 часов. Наверное, будем отдыхать уже. Посидел. Кайф поймал свой. Люблю, ребята, очень возле костра сидеть, конечно. Особенно возле такого. А что не сидеть-то, да? Скажите. Целый баллон натопится. Полнолуние, кстати, вот, ребята, смотрите, луна. Палатки холодно, 100%. Ну что, завтра будет день, будет пища. Может, какая-то ребейка даже будет. Ну и завтра что, постройка беседки. Монотонно обедаем туда-сюда. Завтра еще Ларису Юрьевну надо будет вывозить домой. Подниматься, короче, с озера уезжать. Но мы будем оставаться. Так что, все, ребятки. Наверное, такой денечек у нас сегодня. Я не знаю, я еще побалдею. Вообще, я не могу, ребят, куда-то там ложиться спать. Я так уже наспался в этих палатках, что я просто хочу посидеть на природе. Ничего не надо. Ничего не надо. Не надо мне укрывать, я хочу посидеть здесь просто. Все, братан, на связи.